Так, ну что, потихоньку начинаем. Потихоньку. Смотрите, какие тут шикарные эти деревья такие, да? Деревья. Вот, а рядом с больницей, поликлиникой, вернее, первой поликлиникой. Вот смотрите, какие тут деревья, светящиеся деревья. Ну и мы с вами потихонечку прогуляем. Поликлиника, там елка. Сегодня, кстати, 14, да, у нас. Старый Новый год, да. И первый день, как бы, да. Так бы было, если бы реформы не делали тогда, в 2018 году. Так. То мы бы сегодня вот бы Новый год бы отмечали. И по старому юлианскому календарю жили. У нас было бы 1 января. А так сегодня 14 января. Вот. Как бы традиция еще есть. У кого-то сохранилась, да? Но в основном население уже не празднует этот праздник. Так, а куда я иду-то? Я бы хотел вон туда. Мне надо на переход. Здесь теплая остановка вот такая вот большая. Тут же можно деньги занять. Деньги. Кому надо. В тепле можете деньги занять. Под большие проценты. Так, вот тут светофор. А то надо же нажать здесь. Ждите. Так, что там? Сейчас. Будем переходить. Сегодня у нас погода минус 35. Уже вечер. Сколько? Сейчас 4 часа. 5 час. Где-то так. Все пошли. В принципе, не так холодно. Не так холодно, поэтому можно походить. 35 градусов. Это уже как бы для Якутска считается тепло. Да. Ну а так, конечно, это очень холодно. То есть погода тут как бы теплее, но все равно замерзается. Тут можно пирожки, несу пирожки, вон всякие выпечку всякую прикупить. Кофе попить можно. Вот, горячий чай и выпечка здесь будут предложены. Ой, я сюда хотел залезть. Не удастся мне, наверное, да, залезть сюда. Оттуда снять. Да ладно. Нафиг мне это надо, да? А мы с вами лучше сейчас вот посюда спустимся. Я здесь знаю, проход есть. Так, мне для этого надо вот так вот. Опа! Тайными тропами вас ведут, тайными. Ой. Эксклюзивные кадры. Да мы с вами под теплотрассой сейчас проходим. Ой. Так, главное не упасть. Главное не упасть. Так. Так, ух ты, ни черта себе тут какая. И тоже опасно ходить. Можно. Ача! Так, ну вот это Талое озеро. У нас, да, вот это вот есть оно. Кстати, вон, смотрите, луна какая большая. Так, оно, конечно, замерзшее. Все, поэтому... Так, а мы с вами сейчас вон туда пройдем. Где тут проход? Посюда, что ли? Опять под теплотрассу нырять надо. Давайте поднырнем. О, блин, опять снег упал, извиняюсь. Ё-моё. Ай. Черт бы побрал. Дайте телефон отряхну. А то у меня не водопроницаемый, извиняюсь. Что топишь в Якутии? На дровах или на газу? Ну, кто-то на газу, в основном на газе.
на газе. В основном. А в зависимости от того, где вы, у вас может печка дровяная, какая-нибудь угольная. Вы на дровах будете топить. Вот что я хотел вам показать. Блин, как такая. Это лазить тоже чревато. Он все с телефона в этом снегу у меня. Блин, забился микрофон. Это будет плохо, если туда вода попадет. Ну что не сделаешь только ради стрима, чтобы показать вам красоту зимнюю, настоящую. Вот тут елка, короче. Вот они наконец-то елку поставили. Кстати, всех со Старым Новым Годом. Сегодня 14 в ночь, как бы, да. И тут такая вот, как называется, ледовая фигура, да. Лошадь с этими, ой, как на чем ездят, повозка. Вот так вот они все тут. Все. Вот такая вот повозка. Такая вот лошадь. Ну и елка вот тут вот стоит. Да, тут какие-то поставили еще вот эти штуковины. Да, елочка что-то скромненькая. Игрушек я не вижу здесь на ней. Зато я вижу вот здесь вот. Зато я вижу здесь вот эти скульптуры из снега. Так, это у нас тигра. Год тигра 1 февраля наступает, да? Какой-то он страшный. Вот тигр, пожалуйста, можете посмотреть. Слева, справа вот тут эти елки стоят. Деревья светящиеся, тоже прикольно. Ну, это сам тигр. Так, надпись он с Новым годом еще не убрали. Конечно, что у нас убирать? У нас еще морозы, еще в феврале будет. Еще в феврале морозы, еще можно ничего не убирать. Не растает, ничего будет стоять до марта месяца практически. А здесь вот год быка. Бык вот такой вот. Бычара. О, страшный. Вот такой бычара здесь. Год быка. Он дышит он. Какие у него с носа эти. С ноздрей эти. Пар выходит на морозе, потому что бык на морозе. Вот это тоже елочки такие вот. Вот, видали, да? Какая штуковина соорудили. Так, и вот здесь вот эти два истукана. Тоже из снега. Это два снеговика. Два снеговика. Вот. Смотрите, морковка у него там в носу. Вот такой вот снеговик. Ага. И вон там еще один снеговик. Еще один подобного тоже стиля. Так, что-то мне написал, да? Давайте почитаю. Так. Когда рядом с тобой выпадает последний снег в марте или апреле. Лука Маринкович. Когда рядом с тобой выпадает последний снег в марте или апреле. Ну, в марте, наверное, да. В апреле уже тепло, по сути дела. Уже там все тает, как бы. Но в зависимости от погоды может и в апреле выпасть. Черт его знает, я точно не помню. Ну, преимущественно в марте снег-то падает, потом уже апрель уже начинает таять уже. Все подряд. Ну, в апреле может еще выпасть. Год на год не приходится. Иногда год бывает холодный, иногда жаркий, поэтому... Ну вот еще раз вам здесь панорамку сделать. Вот елочка. Вон там телебашня. Вот, смотрите, елка вместе с телебашней. Вот если так вот, смотрите. Эту телебашню тоже, кстати, иногда включают. Там подсветка есть. Видите, она какая стала длинная. О, вот можно так вот ее. Так, да. Так, выше. Вот такая вот телебашня елка.
Так, ну что, преимущественно, ну может и в апреле в снег выпасть. В мае уже точно уже снега-то нету. А в апреле еще бывает. Тут у нас холодная, как бы холодный климат, он еще не согревшийся, а может быть выпасть. А осенью бывает, даже в сентябре снег падает. Ну так вот на мгновение там, как бы, потом тает, естественно. А вот где-то севернее, там в северных районах Якутии, там и летом снег падает. Вот где-нибудь в районе где-то Верхоянский хребет, там все вот эти места. Там снег. Я видел, что депутатский поселок есть. Там снег в августе падал. Да, так что такие вот здесь северные условия существования, что прохладненько. Так, вон там напротив елка. Дневник коренного крымчанина. Привет, Тима, вот где зима настоящая. В СНГ красотища. Да, вот хожу вам, снимаю нашу красоту, там елку снял. Рядом с дворцом детства ее поставили. Я что-то не видел. Вот здесь вот цирк, бриллиантовый цирк, вот это вот. Самый холодный цирк в мире, ну, на Вечной Мерзлоте единственный цирк. Вот это вот. Вот он. И здесь у них, вон там елочка стоит, моргает. У нас еще зима вовсю идет. Поэтому нормально. Можно еще крещение будет у нас 19-го. Не знаю, как в этот год будет ли. Даже смотреть холодно. О, это я рад, что так оно передает. Вот камень тут стоит. Смотрите, какой камень. Это не просто камень, а. Сейчас я прочитаю. Мадун-Тас. Камень силы. Мадун-Тас. Символ стремления к победе, мощи и силы воли. Привет из солнечной Калифорнии. Привет, Ник. Когда в Якутске было холоднее, до 2000 или после 2000? Слушайте, я что-то особо и не помню. Ну, раньше тоже было прохладнее. Сейчас вроде бы климат, говорят, что теплее. Ну, вот так вот. Это можно только по каким-то таким среднегодовым замерам сказать. А так вот особо и что-то я не наблюдаю, чтобы холоднее тогда было или сейчас было. Это надо смотреть, вот брать, значит, какой-нибудь, значит, центр измерения температуры, да, и статистику по годам. Там есть статистика аж за 2 века, по-моему, да, то есть за 2 века, за 200 лет можно уже статистику посмотреть. Оно как было холоднее, теплее. Я смотрел, раньше тоже были года, когда иногда было, значит, холодно, а иногда жарко было. Поэтому вот сложно так сказать. Видели новости про сожженную деревню? Ну вы видели, да, сгорела во время вот этого летнего пожара деревня. Ну там им отстроили все. Эту деревню где-то заново построили, их туда жителей всех переселили, конечно. Всех туда жителей переселили. Так, вот такая дорога. Загадываемое желание всем здоровья. Дневник коренного крымчанина, да? Спасибо, и вам тоже здоровья. Главное сейчас здоровье. Всем. Вот он, цирк. Самый холодный цирк в мире. Вот бриллиантовый цирк Якутии. Вот он здесь находится. Это здание построенное на Вечной Мерзлоте. Нигде больше такого цирка нету, чтобы... У нас тут своя труппа есть, интересно. Представления они показывают. Поэтому можно сходить, посмотреть.
Ну, сейчас театры все вот эти работают, они как бы, ну, они в соответствии с правилами, там, QR-код проверять надо, значит, с собой QR-код, маску, то есть, и рассадка там через место, по-моему, как-то так, или через 3 места. То есть, ползала, получается, заполнено. Так что, в принципе, можно посещать. У них есть сайт у этого цирка, поэтому можно туда зайти и значит, посмотреть ихнюю программу, расписание, режим, цены. Так, ну давайте переходим. Так, это улица Пушкина у нас. Давайте вон туда пойдем. Или зайти с вами в этот, зайти. Посмотреть, почем мяско у нас. Мясной магазин. Так. Ну так что ходить, в принципе, вот сейчас комфортно. Мне даже жарко. Значит, я так вот по зимнему одел, на мне вот эти специальные штаны теплозащитные. Куртка тоже, свитер там поддет, естественно. Капюшон, шапка. Ну и маска еще на лице. Маска тоже вот в холод, она защищает нос от холода. Кстати, обычная маска вот эта вот, которая медицинская, защищает нос от холода. И можно более спокойно. Единственное, что вот, когда говоришь, это все там пар вот такой там конденсируется. Внутри маски она не плотная, поэтому все это не очень так. Но есть специальные маски такие вот с дырочками. Кстати, я где-то в Якутии загадываю желание в Якутии. Так, интересно, а какой это район? Это улица Пояркова. Вот это улица Пояркова. Сейчас она так выглядит. Вот. Там улица Кирова была. Ателье, да, там есть вот ателье Силуэт. Но мы сегодня по другому маршруту идем, поэтому не будем заходить в ателье Силуэт. Тогда я тоже заходил как-то. Ну там пошив одежды, значит, поэтому на первом этаже у них, а дальше выше уже там торговый центр продажи всякого разного. У них тоже там интересно сделано, довольно симпатично. Они такую селфи-зону сделали, красивую новогоднюю. Так, магазин. Так, это детская одежда. А вот здесь вот в этом здании, вот, идет торговый центр. И на первом магазине, здесь магазин по продаже мяса. Мясной магазин. Мясной. Сейчас мы туда пойдем, посмотрим, почем у нас оленинка. Почем оленинка. Жеребятинка там. Еще что продают вообще интересно. Так, вот. Так, а как он называется? Я не вижу. Ладно. Вот такие коврики у нас обязательно здесь выстелены. Потому что можно упасть просто. Вот эта плитка, она скользкая. Очень скользкая. Вот она буквально, нога у меня скользит, как на катке. Почему такую плитку делают, я не знаю. Ну, это коврики такие, конечно, стелят. И получается, можно ходить более безопасно. Вот улица Пояркова. Вот это пересечение, это перекресток улицы Короленко. Улица Короленко. А это улица Пояркова. Ну, сейчас конец рабочего дня, поэтому транспортная такая активность. Хотя сегодня я вот во сколько, 8 часов утра ехал, тоже было много машин, много людей. Все что-то бегают и так далее.
пятницы, не знаю почему. Ну вот так вот. Так, давайте зайдем сюда. Сюда. Смотрите. Пропала кошка. А там Сбербанк через дорогу, где было ограбление каким-то артистом. А, ну да, давно было что-то. У него что-то нашло не то на него, и он решил ограбить. Как у вас с коронавирусом? Да как, нормально, как и везде? Вот кошка потерялась. Смотрите, телефон. Если что найдете, звоните по этому телефону. Вот такая кошка пропала. Так, давайте посмотрим. Мясной дворный давайте найдем. Ленина. Печень ленина. 500 рублей. Так, это сердце, печень, фарш говядина, мясо жеребятина 700 рублей, мясо конина 500 рублей, харта жеребятина 700, мясо оленина, лопатка, грудинка 380 рублей. За килограмм. Вот так вот выглядит. 380 рублей. 400 рублей задняя часть. 400 рублей задняя часть. Так вот выглядит. А это еще такое говядина. Ну это уже обычное пошло. Короче, свинина 330 рублей. Вот, Омская область. Даже ноги свиные можно взять для холодца 130 рублей. Так, ну и все вот таким образом. Короче, 400 рублей задняя часть оленины стоит. Так, ладненько, давайте. Выходим. Тут еще елочка. Смотрите, тут еще елочка у них стоит. Так, ну и дальше пошли. А здесь магазин Бахус, алкоголь продают. Как говорит коренной крымчанин, правильные напитки. Магазин правильных напитков. Так. Ну, идем дальше. Выходим, погрелись немножко. Теперь идем дальше. Так, вот сюда я хотел зайти, показать вам цены на оленина, конина. Короче, оленина 380-400 рублей за килограмм. Конина 700 рублей.
Поэтому, ну и жеребятина тоже в такую же цену примерно. Так, что там, кто что написал? А, пока никто ничего не пишет. Ладно. Давайте. Я все думаю, как-нибудь стрим не через телефон, а через камеру сделать. Через экшн камеру. А там стабилизатор, если он получается лучшее качество со стабилизацией. Айси, всем привет. Привет, Тима. Привет, Айси. Вот ходим, пятничный стрим. Смотрим город Якутск вечерний. Впереди 2 выходных у нас. Сегодня 14 января. Как говорится, старый Новый год наступил. Суши-шоп. Вот тут суши-шоп есть. Раньше, по-моему, тут обычный продуктовый магазин был, а сейчас суши-шоп стал. Потому что суши, оно очень популярно. И многие суши любят. Заказывают на дом. Ну, везде, наверное, по всей стране такая болезнь. Так. Ресторан Тогохана. Тогохана, вот это национальный ресторан с национальной кухней. И кто приезжает, надо обязательно, конечно, посетить ресторан национальной кухни, потому что, ну, необычная мясная, как бы такая специфическая кухня. И поэтому можно покушать вкусные лакомства, мясные, молочные. Так, ну все, когда мы пойдем-то? 9, 5, 3, 2, 1 старт, все, пошли. Так, смотрите-ка, я рукавицы одену. А то я вышел и нифига не одел. Так, это мы с вами идем по улице Курашова. Так. Здесь тоже интенсивное движение. Так, закрыть его пока телефон. Пока я одену все тут на руки. Ну, без рукавиц можно ходить, но очень непродолжительное время. Конечно, в минус 50 уже сразу руки замерзают. Сразу там полминуты, и вот я уже их просто так вот, ну как они, покалывать начинают. Не просто замерзают, а начинает колоть от мороза большого. Фонари что-то тут совсем слабо светят по штучке, такая, поэтому темненькая атмосфера. Ну, машины все, естественно, с включенными фарами едут. Так, а вот это вот, смотрите, вот этот дом здоровенный построили. Он такой буквой Г, большой дом. Он вообще на 2 этажа должен был меньше быть изначально по проекту. Но застройщик взял на себя такую, эту самую наглость, еще 2 этажа дополнительно пристроить сверху. Я был, интересно, там лифтики такие маленькие вообще. Там написано 4 человека, а ну реально там 2 человека только могут зайти, как бы. И то уже тесно. Сэкономил, короче. И причем надо ждать его еще, этот лифт, когда он там приедет. Этот лифт, по-моему, один и один грузовой лифт. Вот такая вот. А этажей здесь вон сколько. Видали, да? Ну как так вот можно делать? Сверхэконом вариант какой-то. Хотя квартира, естественно, здесь не дешевая.
квартира не дешевая. А здесь еще вот этот дом. У нас деревянный дом с балкончиками. Вон там, смотрите, балкончики у них есть. Такие вот. Это 50-х годов. Но он еще в хорошем относительном состоянии. Но они все неблагоустроенные, услуги на улице. Вот такой вот домина. Такого жилья в Якутске очень-очень много. Там целые районы, где вот такие дома. Так. Здесь этажи, торговый центр тоже. У кого есть лишние деньги, вот может пойти сюда потратить. Ну тут вот, там дальше рынок будет, крестьянский рынок. Или как он, продовольственный называется. Где продают прямо на улице мясо, рыбу. Ну, вы, наверное, видели не раз, кому интересно. Якутия, Якутск, там набираете ее, вам эти сразу видео, где люди стоят, продавцы в минус 50 на улице и торгуют прямо там. Но они, соответственно, одеты очень так хорошо, тепло. На ногах такие какие-то валенки, такие большие валенки, толстые такие. Я не знаю, где они это все находят, одежду, и одеты так очень тепло, укутаны. Просто капитальные. А так целый день на морозе они продают. Это удивительно. Но зато не надо холодильников, ничего. У нас тут естественный холодильник. Если минус 40, минус 35, то зачем какой-то холодильник держать, если и так все замерзает. Так, это перекресток улицы Лермонтова и улицы Курасова. Так вот он выглядит. Так, у нас здесь вот будем переходить. Вот здесь тоже дом, тоже исторический, старый, деревянный, но он так как-то покосился, все ужасно на одну сторону. Ну вот это проблема вечной мерзлоты, то, что дома были неправильно построены. По сути дела, прямо на земле. Расстояние было небольшое у них. И смотрите, вот этот дом, да, он прямо туда вошел, в землю, получается. Но это уже отсыпали позднее, конечно, да. Смотрите, вот, получается, это окна прямо там, где-то квартиры даже ниже уровня земли. То есть, если что-то здесь, лужи какие-то, это все там у них внутри. Топит первые этажи. Хотя, вроде как на первом этаже здесь еще живут люди. Вот, видать, тоже его скоро снесут. Потому что место выгодное. Здесь, видите, какая напряженная ситуация транспортная, да, рынок. Вот. И далее, да, машины. Вот этот дом снесут и построят здесь хороший небоскреб, типа таких вот больших. Так. Давайте вот по этой стороне пойдем, я еще тут не ходил. С этой стороны. Вот, кстати, это новый дом построили. По-моему, это этажи называется, да, или как, или проспект. Что-то типа такого названия, не знаю, да. Он такой по форме оригинальный. Короче, у него... да, там... Короче, типа элит жилья в Якутске. По-моему, компания УТУМ занимается его, вот, занималась его постройкой, обслуживанием. Строительная компания. Ну и у них через них тоже там можно приобрести здесь квартиры. Как видите, еще свет тут не горит в основном. Его сделали только этим летом. Видать, там внутри еще идут, соответственно, отделочные работы. Там, кто купил квартиру, там все это же надо делать, ремонт. Вы сами знаете. Купил квартиру,
А там еще надо и черновой ремонт бывает делать даже, то есть стены там поклевать все. То есть покупаете просто коробку, пустую коробку с этими с трубами и с окнами, и все. А внутри там голые стены, даже не поштукатуренные. Так. Ну вот это уже подходим к перекрестку улицы. Та была Короленко, вот это Курашова, я ошибся. Вот это Курашова. Вот это улица Курашова, Лермонтова. Я сбился немного. Там напротив Кабан. Это ресторан Кабан. Потом там Китагава, тоже ресторан японской кухни. Потом пекинская утка здесь же, в этом же здании. Короче, сеть сразу несколько ресторанов, кафе в одном месте находится. Ну а тут у нас вот этот дом, вот здесь Сбербанк, офис, по-моему, был. Где эта вывеска? И Сахалинстрах. Также здесь агентство, ипотечное агентство находится. Продаем. Нежилые, ну да, это вот они рекламируют Сахалинстрах. И, по-моему, здесь же был Сбербанк, или его в другое место куда-то перенесли. А вывески я не вижу Сбербанк. Да, похоже, они куда-то переехали в другое место. Так, ну, здесь вот машина, вот это вот Наташами укрытая, такая, гараж уличный такой вот, то есть стоит, и потом водитель, когда надо, он выходит и едет. То есть машина не остывает. Она еще там, короче, внутри, ну, там двигатель периодически включается, и тепло создается, не замерзает. Ну что, заморозить машину на улице, это чревато у нас. Это она просто не поедет, пока ты ее все это там внутри не прогреешь. А как она, если она замерзла у тебя, как ты ее прогреешь? Это раньше можно было УАЗики, там еще какие-то такие вот грузовики, их паяльной лампой двигатели прогревали паяльной лампой. А тут в современной в машинах там паяльная лампа, там пластмасса одна. Раньше это железо было, поэтому... Так, ну что, давайте вот тут еще походим. Тут, я смотрю, вот это комбинат еще детский, да? Трехэтажный. Со советского времен вот эти комбинаты постройки. Здесь, ну, детей нету, конечно, 35 градусов. Хотя можно выйти, вот покататься на таких вот каруселях. Здесь вот эта горка. Ну, сейчас уже вечер. Все по домам тем более сидят. Потом будет теплее, конечно, детишек будут прогуливать. А сейчас застудить только ребенка, потом лечить его. Это никому не надо. Хотя раньше, я помню, мы бегали, вот здесь в Якутске, мы бегали в мороз даже, минус 40, по улице играли, и ничего, по-моему. Ну, болели-то, конечно, всегда болели, да, вот этими простудными. Я по себе помню, постоянно ангина была, какое-то ОРЗ было, частенько, поэтому не без этого. И никаких вот этих не было ковидов, ничего, что-то жили как-то, ё-моё, и болели, да. То же самое, грипп был. Ну, говорю, вот это, что-нибудь побегаешь там, может ангина у тебя схватить, подышал там воздухом холодным. Там полечился вот этим ингаляцией, там над картошкой подышал, там ноги прогрел, и все прошло.
всегда были эти респираторные заболевания, не знаю. Сейчас какая-то вообще чума, напасть, ё-моё. Так, ну вот тут вот у нас это четырехэтажечка еще КПДшная. Ой, упасть можно, надо внимательно идти смотреть. Четырехэтажка КПДшная. Вот крупнопанельный комбинат у нас есть. Вот такие он панели делает. Вот такие, и таких домов много понастроено. Но это вот дом 80-х годов постройки, 80-х или даже 70-х. А вот это котельная, смотрите, здесь котельная стоит, вот такой вот дымина, смотрите, да? Ну это теплый воздух, ой, пар, вернее, пар. То есть там, видать, газовый котел какой-то у них, и он это самое, воду нагревает, отопление дает. А тут какая-то машина, что за машина такая, разобранная вся, кузов. Весь его раз на куски. Так, комментарии. Так, дайте комментарии. Всем привет. Привет, Тима, Аси. Привет, Аси. Пойду кофе с мороженым пить. Смотрю, холодно мне. Да, конечно, мороженое, кофе отличный вариант. Согревает. Так, горячее кофе, конечно. Так, дневник коренного крымчанина. У меня день рождения сегодня. О, коренной крымчанин, поздравляю вас с днем рождения. Желаю удачи, успехов, здоровья, главное, продвижения вашего канала, чтобы миллион у вас просмотров было каждый день и миллион подписчиков. Так, а тут какая-то интересная, что это такое, что-то светится. 2.0.2.2. Дневник коренного крымчанина. Еду с работы, смотрю, уже приехал в Алушто. А, хорошо там у вас, тепло, я смотрю. Снегом, надеюсь, не засыпало. Дневник коренного крымчанина. Счастливого с СНГ, с Новым годом. Хорошего настроения, отличных выходных. Спасибо. Спасибо. Смотрите, 2.0. А, это световая реклама здесь. Вот. Рим называется фирма. Вот они так украсили у себя здесь. Прямо во дворе. Прямо во дворе сделали. Ну, а это вот хрущевочки здесь. Вот эта хрущевочка с той стороны. Кстати, меня же просили. Тут же магазин Сардана раньше был. Магазин Сардана продуктовый. Я помню, сюда бегал, а сейчас тут все стало вместо этого магазина. Сейчас мы пройдем. С той стороны был вход. Вот такие теплотрассы у нас мощные. Видали, да? Вот. Это с ТЭЦ идут трубы отопления. Так. Ой. Так, осторожно. Так, я вижу здесь. Вот это раньше был магазин Сардана. Тут, конечно, что-то настроили такие вот эти пристрои. Пристрои какие-то. Вот горшки. Тут что находится? Уважаемые клиенты, по техническим не работает. Что-то тут, смотрите, как что-то все заснежено у них. Видали, да? А тут все такое, все в снегу, все замерзшее. Ой! А вот это вот дом, вот этот Олимп, там торговый центр внизу, Олимп 2 этажа, а сверху вот этот вот дом такой большой, жилой, возле улицы Лермонтова. Так, вот он, бывший магазин Сардана, здесь был продуктовый. Но вот этот уже сделали пристрой позднее. Раньше здесь был просто вход вот здесь, ну, обычное крыльцо такое, широкое, да. А сейчас вот что-то тут понастроили. Вот это что такое здесь? И все тут никаких, и все закрыто, какие-то ворота. Там какой-то цех или что там внутри находится. Какие-то лампы. Слушайте, что-то вообще не... ремонт идет, что ли?
ремонт идет. Там строитель сидит. По-моему, да. Ага. Вон, я вижу строитель, вон там. Вон он, на этом. Видать, потолок делал. Короче, непонятно, что с этим бывшим магазином Сардана. Пожар, фирма какая-то. Видать, кому-то перепродали, как обычно. Сейчас новый владелец что-то делает, новый ремонт. А здесь фирма пожаров. Чистотел. Чистотел. Чистотел? Ну это, видать, это продается здесь. Там вижу лопаты, еще что-то продают. Короче, какой-то магазинчик. Так, и здесь у нас... Это что такое? Тут закрыто. Вот пожар Пожаров. Пожарная сигнализация, видать, на защите вашего имущества. Вот. Все. То есть там довольно большое помещение. И что в нем, черт его знает. Закрыто, вход закрыт. Так, улица Петра Алексеева. Вот это вот мы сейчас на улице Петра Алексеева вышли. Ну и здесь у нас, конечно же, раньше здесь, по-моему, был винзавод, вот здесь вот, на этом месте. Но потом снесли его. И сейчас здесь находится большой магазин Хозмаркет. Хозмаркет. Может, мы подойдем туда. Там у них инсталляция интересная, световая. Вот эти вот тоже тут хрущевочки. Это 50-х годов, 60-х годов постройки, вот эти дома, хрущевки. Ну там мелкие, где такие кухоньки, вот это все. Но сейчас первые этажи все у них заняты. Здесь, я смотрю, выкоплены, и здесь все всякие магазины торговые, как обычно. Ну вот, Хозмаркет. Вот там, смотрите, Хозмаркет. Там у них инсталляция, игрушка такая, светящаяся. Тут тоже интенсивное движение. Сейчас мы по переходу пойдем. По переходу не будем переходить где не надо. У нас чревато. Подскользнешься, дороги скользкие, грохнешься и все. Так, здесь у нас магазинчик. Вот такой вот небольшой магазинчик. Тут много, они как называются, дворовые, да? То есть в пределах, значит, шаговой доступности из дома магазин написано. И там продукты. Обычное явление такое. Если что-то надо такое, прикупить можно. Зайти, прикупить. Вот это большой такой здание, это торговый центр здесь Алмаз. А мы с вами переходим. Вот интересно, здесь, смотрите, стоит снеговик у них. Вот такой вот светящийся снеговичок. Вот он с чем это? С метлой, да, получается. Это метла у него. Так вот, просто довольно сделано, да, и симпатично. То есть берут, варят конструкцию с металла, вот такой вот, из прутьев, да, каких-то. И потом оборачивают вот этой лентой. Ленточкой оборачивают, такая красота получается. Так. Вот он. И вот здесь вот, это тут Хозмаркет большой. Здесь у них парковочная площадка, вот это. Вообще постоянно заставлена машинами. Все люди с пакетами в Хозмаркете дают бесплатные пакеты. Еще вдобавок. Редко сейчас магазин какой предлагает бесплатные пакеты, а там сразу дают. Ну, вот здесь вот такая вот инсталляция. Вот он. Это игрушка такая вот тоже. Игрушка.
большая елочная игрушка. Вот видно, да? Вон она какая. Такая вот игрушка. Он отражается даже в этом стекле. Такая вот игрушка. Тоже она, конечно, уже и инеем, снегом покрылась. Заиндивела, но вот она стоит. Так, куда мне сюда зайти, что ли? На минутку я зайду. Ну, тут обычные явления, хозяйственные товары, всякие разные. Тут скидка, у них карта есть, по карте там скидка процентов 10 или 15. Дофига посуды всякой. Вот один зал. Консультанты на лампы. Здесь теплые носки продают. На лампочки нужно подойти. Вот. И обычные носки. Вот, смотрите, сколько. Сразу зашел, можно даже одежду прикупить. Вот так продаются такие. Сколько такие? Я просто читаю, что там пишете. Пока никто ничего не пишет. Ага. Продается 300 рублей. Ну и здесь вот эти вот всякая химия. Муза. Стиральные порошки. Синтетические моющие средства. Ну, тут выгодно с картой приходить этого магазина Фозмаркет и покупать. Тогда приличная скидка получается. 2% 10-15. Я просто зашел сюда погреться. Вы не думаете, что кто-то тут покупать сюда зашел. Детские товары, детская еда даже продается. А вот, кстати, смотрите. Ух ты, а что они подешевели? 42 рубля стали стоить. Вот эти вот парикмахерские. А стоил 298 до Нового года. Тигры подешевели. Вот когда надо приходить. Стоило 204 рубля, да? А сейчас 42 рубля стоит. Вот такой. Нормально, да? А такой 790, сейчас 255. Так после Нового года они резко подешевели. Так. Ну, вот эти вот баулы большие. Так, кто там? Кто-то зашел не тот, да? Сейчас мы удалим эту бяку. Заблокировать, да? Опс. Опять этот робот спам. Да, родной район. Леонид Лобанов, привет. Леонид Лобанов. Вот эти баулы можно купить сюда, набрать. А вот, кстати, это продается сумка-тележка с колесиками. Тут музыка играет, не в тему. Так, вот совковые всякие вот эти лопаты для снег чистить. Так, а что я, собственно, зашел? Тут же музыка грохочет. Даже рукавицы здесь продают. Сколько такие стоят рукавицы? Перчатки. Бесценные какие-то. Такие 500 рублей. 400. А эти сколько? Не поймешь сколько. Так, табуретки. Всякая утварь для дома. Но сегодня народу, кстати, мало. Я вот перед Новым годом заходил. Вот эти вот наклейки тоже все подешевели. Эти тигрята подешевели, да, у нас. Вот это вообще
стоил 417, а сейчас 42 рубля стоит. А этот стоил 1300, а сейчас 212. Хотя год тигра еще не начался. О, а тут что у нас красоту какую продают? Валенки. Вот что надо носить. Смотрите, с каким-то узором вышитым. Красота, да, надел, это тепло. Сколько они стоят? 1900 рублей. Ничего себе. Что-то дорогие валенки-то. Раньше, помню, они вообще дешевые были. 1000 вот такие черные, 1096. Это детские вообще. Они еще и не подшитые, смотрите. Их, по идее, подшивать надо. 1000 рублей, еще деньги тратить. А эти прямо продаются с этими. Прорезиненные валенки. Какие? Кукмурские валенки. 1500, 1700 вот такие. С мехом. А такие 1500 без меха. Да, вот даже с танком есть, смотрите. Валенки с танком есть даже. Ну тут, если у вас карта есть, еще скидка будет. Поэтому. А вот большие валенки есть. Так, ладненько. А вот эти вот штуковины для катания, кстати, сейчас будут актуальны они. Ледянка 153 рубля. А вот такая попроще 63 рубля. Такие вот есть. Какие-то. А, они мягкие, мягкие. Как называется? Санки, ледянки, круг. 161 рубль. Такие есть. А вот эти есть 1785. Цена по карте 15%. А вот без карты 200, с карты 15 700. То есть так без карты 200, а с карты 1785. Вот, что надувать надо, что ли? Санки. Сейчас почем санки-то у нас? 3600. Такие вот, но они с колесами, смотрите. Универсальные колеса и полозья. Есть подешевле. А 300. Такие подешевле. А у этого потому что колесики вот эти маленькие. У этого большие колеса. На это удобнее, конечно, ездить где-то. И такие вот есть санки большие. С этими прямо вот укутывать можно. Посадил сюда, и на тепло уже. Компании, знаете, выходим. Снеговики. А вот эти вот снегокаты 4000 стоит. И вот этот вообще 5000 стоит. Снизу подешевле 4500, 3800. Да, будет теплее, поэтому тема будет от этих катательных принадлежностей актуальна. Вот пока еще у нас прохладно, еще должно 3 рога отвалиться, прежде чем тепло будет. Так, все, выходим мы. Выходим в маркет. У него зашли вон в ту дверь, где тут кружок. Вот кружок этот, да? Игрушка. А вышли вот сюда вот. Вот сюда вышли, вот маркет. Ну, вот этот большой здесь тоже магазин, торговый центр у них. Еще вот Алмаз называется он. Здесь продуктовые магазины, там какие-то такие шмоточные магазины. Давайте погуляем еще с вами. Благо тепло. Телефончик я погрел, поэтому можно пройтись. Я думаю, будет интересно кому-нибудь. Конечно, качество такое не супер у меня, но что сделаешь. Здесь остановка. Областная больница называется вот эта остановка. Вот, потому что тут рядом
больница, большая больница, ну она называется республиканская вообще-то. А остановка вот по старинке еще областная больница называется здесь. Там территория очень большая, несколько зданий, корпусов, соответственно. Много здесь людей лежит в больнице. Так, сейчас мы идем. Вот это здание газовиков. А, да, вот это газ, Якутгаз, короче, как по-другому называется, Сахагаз. Так, что ли, вот это вход, тут у них оплата есть за газ. Можно здесь заплатить, рассчитаться за газ. Саха, Транс, нефтегаз, так что ли. Вот у них здесь вот, если по расчету за услуги газовой компании. Ну, хотя сейчас можно не ходить сюда. Все онлайн делается, вся оплата. То есть заходишь на ихний сайт и оплачиваешь каждый месяц, там, по идее, оплачивать надо. У них тут проходная будка тоже. Такая проходная будка. Территория, приличная территория у них, кстати. Кстати, здесь же находится это газовая, ну, это МЧС газовая. 0,4, да? Если у вас что-то проблемы с газом, вот они отсюда приезжают. Газовые спасатели. Так, ну вот мы сейчас проходим. Здесь такой интенсивный перекресток, улица Петра Алексеева и улицы Стадухина, то ли Стадухина и Курашова. Да, интенсивное движение, а там он республиканская больница, вот этот главный корпус у них видно, подсвечивается. Так, ну а мы с вами сворачиваем вот здесь вот направо. Это здесь находится улица Пирогова. Ну, пройдемся по ней. Тут особо ничего такого интересного нету. Единственное, что там дальше находится мечеть мусульманская. А так, в общем-то, тут ничего такого интересного нету. Летом эта улица, ее сделали, не сделали, но она хорошо такая затапливалась. Вся была в кочках, рытвинах. А сейчас, естественно, ничего этого не видно, поскольку все замерзшее у нас. Снег лежит. Ну, вот здесь вот такой жилой комплекс стоит. 3 здания вот таких вот высоких. И они между собой соединены, по-моему, даже. Сейчас немножко посмотрим. Вот он какой здоровенный. Так, ну, надо перехватить, извиняюсь. Телефон взять более устойчиво. Вот их тут 3 здания, или 4 даже. А, кстати, вот здесь вот тоже построили какой-то большой дом. Но уже его, по-моему, давно построили. А этот года 3 назад, наверное, построили. Вот у него, смотрите, какие большие опоры здесь. Здоровенные, да? По 4 сваяны, заколочены. И вот так вот она все туда куда-то наверх идет. Посмотрите, как часто сваи здесь. То есть нагрузка большая и сваи поэтому часто установлены, чтобы выдержать. А, вот, да, у них переходы между зданиями. То есть вот это вот, что такое? А, корпуса, что ли? И вот такой вот переход здесь.
из одного корпуса в другой корпус этого здания. Да, ну тут тоже приличный построили вот здесь вот. Жилой дом. Там даже арка у него есть, куда можно заехать. Так. Вот, это второй корпус. И здесь подобно тоже. То есть, если тут пройти, там у них, по-моему, гаражи будут или что, я не знаю. А, да. Вот у них здесь что получается? Это, видать, гаражи. И сверху еще игровая площадка. Игровая. Так, ладненько. Ой. Ой-ой-ой. Давайте с этой стороны пройдем. Дом он небольшой, вот этот. Тоже высотный дом. Жилой дом. Тут такого примерно профиля, как этот. Вот. А вот это вот здание, я не знаю, это что-то общага какая-то или что здесь находится. Он стоит какой-то темный весь. Темный. Сейчас из-за этих мало окон светится. Ковидных дел всех. Студенты, по-моему, если там кто-то в группе заболевает ковидом, всю группу студентов, учащихся, их отправляют на онлайн. Вот, представляете, да? Уже помойка тут вообще жестко. У них ужасная. Да, и тут прямо выходим, и здесь мечеть. Недавно вот ее построили, такая расширили. Теперь уже две вот эти башни, да? Два минарета, да, получается? Как? Две башни, да? А раньше поменьше было размером. Ее снесли, и вот на этом месте уже большего размера построили мечеть. Если туда дальше идти, там будет православная церковь. На следующей улице туда. Там, кстати, женский монастырь. Церковь и женский монастырь. Вот такая вот мечеть. Так, здесь у нас 15-й автобус ходит. Вот он повез людей. Вот так вот. Такие клубы дыма испустил и поехал. Вот она мечеть. Недавно построили, года 4 назад, наверное, этот вариант мечети. По-моему, сегодня что-то здесь проходит, да, потому что машин сколько припарковано. Много. Служба, да? Так. Улица Пирогова. Вот. Сейчас мы с вами выйдем на развилку улиц, перекресток. То есть вот это улица Пирогова, там дальше колется улица Жарницкого и улица Свердлова. И вот такой вот пятачок. Вот тут, кстати, продают мясо халяль. Вот этот у них получается магазин мясо халяль. Вот, пожалуйста. Вот такой вот корпус большой. Да, что-то сегодня тут проходит. Пока машин приехала, припаркована. Вот это у нас опора ЛЭП такая вот идет. Это через реку куда-то электричество подает высоковольтное. С ГРЭСа, да? У нас в Якутске ГРЭС 1, ГРЭС 2. Два ГРЭСа. Раньше была одна ГРЭС. Ну, газовая она. Так. Как мы тут пройду-то? Ну, вот этот перекресток. Такой пятак, да? Разъезд. Вот он. Так, а как мне пройти? Тут редко когда хожу. Практически не хожу. Только вот когда что-то
Обычно-то я на автобусе езжу или на транспорте каком-то, а пешком только вот когда стримы снимаю или что-то снимаю. Раньше на этом месте, здесь, видите, пустырь, да? Раньше здесь был кинотеатр «Мир». Вот здесь вот он стоял, он такой деревянный. Вот снесли, и сейчас здесь почему-то ничего не строят. Ни сквера, ничего нет. Вот только вот это вот разъездное кольцо, это вот там улица Жарницкого, вот эта улица Пирогова, да, вот там дальше улица Кальвица, а вот это вот улица Свердлова. Сейчас мы будем, кстати, через нее проходить. Да, и вот по ней тут по улице Свердлова были деревяшечки такие были. И их посносили, и сейчас строят вот эти вот домины здоровые. Домины. Ну, заливным методом как-то. Вот эти вот, они сваи, перекрытия заливают. Они у них бетоном, естественно, да? Арматурины там. А потом, значит, выше и выше так это же строят. Так, вот переход. Где у нас переход здесь? Вот он, переход. Тут светофора нету. Поэтому надо быть осторожным. Но машины меня пропускают. Может быть, видят, что я так вот с камерой иду. Кстати, не с камерой, а с телефоном. Вот улица Свердлова. Ну, можно по ней, кстати, пройтись. Я, по-моему, не ходил никогда. Движуха, вот они, видите, клубы дыма от них. Ну, температура, наверное, понижается, я думаю. А я смотрел по интернету минус 34, 37. В принципе, не так и холодно. Тут тоже, кстати, какие-то жилые дома снесли. Сейчас здесь пустырь. Пустырь. И вот эти вот они. Тут вот были такие вот деревяшки, как вот там вот. Вон, видно, да, двухэтажная. Вот тут они были построены. Сейчас их снесли. И вот строят вот такие домины здесь. Ну, строят, видать, не торопятся. Потому что уже они, по-моему, второй год их делают. Второй год. Тут еще скользко так. Вот эта дорога, она скользкая. Опасно ходить. Все вдобавок. Но вот в таком вот виде они сейчас находятся. То есть просто перекрытие и вот эти вот опоры, да? А здесь вот одинокая березка. Смотрите, какая. Класс, да? А раньше здесь деревяшка двухэтажная была. Вот как раз во дворе вот росла она. Палисадники, получается, это березка этого дома. И вот сейчас уже нету. И вот она одинокая такая стоит здесь. Стоит. Так, еще вот один такой же дом. Тут, кстати, паспорт объекта есть. Но у меня сейчас очков нету, поэтому я плохо вижу. Вот паспорт объекта. Так. Ничего не вижу. 2023 год я вижу. А его должны построить. То есть еще год будут строить. Видать, эти. Вот у них. Вон кран такой. Смотрите, да? Гигантский кран. Там что-то делают, что ли. Или это охрана у них там. Хотя ворота открыты, значит, должны что-то делать. По идее, да? Раз ворота открыты. Так бы, наверное, ворота закрыли эти. Вот делают. Их тут 3 таких здания высоких. 4 здания. Улица Свердлова. Здесь остановочка вот такая вот. Ну, не теплая остановка, обычная, да? Но она нового образца уже. По ней какой, по-моему, второй автобус по этой улице.
Маршрут номер 2, по-моему, ходит. Я знаю. И сейчас, может, еще добавились. И здесь вот такие вот еще сохранились дома старенькие. Кстати, почему-то свет не горит в них, в окнах. Неужели уже жители расселили? Возможно, да. А не, хотя вон там светится на первом этаже. Да, и на втором тоже светится. И там тоже светится, да. Здесь вот. Не, еще живут. Улица Свердлова. Ну и тут раньше она была вот полностью вот с этих домов, таких вот домов, полностью. Сейчас их все меньше и меньше. С каждым годом их сносят и строят уже вот такие вот дома. Вот такие вот, вот как там вот. Мир пультов. Вот здесь вот. Пульт, подберу любой пульт. Это для телевизора, да, видать? Для телевизора пульт. Так, давайте сюда. Идем дальше. Да, тут вот тоже деревяшки были вот эти вот, смотрите, тут все снесли уже и построили вот такой вот переход, да, для пешеходов. Ну, когда что-то строят, чтобы на голову проходящим людям не сыпалось, вот по требованиям техники безопасности строят вот такой вот проход крытый. Так, куда там, интересно, подходим, что-то там светится. Тут, по-моему, какой-то типа мини-продуктового рынка или магазины здесь были, да, это у них здесь украшено. Свежая шаурма, вот, пожалуйста. Шаурма. Можно шаурму взять. Меню, вот, пожалуйста. Шаурма, обычная шаурма, перемеска. Вот только в маске. И еще Харыстана, магазин продуктовый. Это он торгует местными продуктами. Саха Экоторг. Саха Экоторг. Продуктовый магазин Харыстана. Ага, то есть здесь изделия разные. Вот они производят и продают здесь. Эта улица называется Свердлова 10. Свердлова 10. Так, вот здесь вот, если вот сюда зайти, здесь будет вот этот еще старенький, по-моему, дом сохранился. Они его вот так вот обнесли вот этим профлистом, да, сделали какой-то вход. И здесь тоже магазинчики, по-моему, вот эти, или фирмы какие-то. Вон у них елка там есть, пожалуйста. Елка. Смотрите, как моргает. Да, сегодня, кстати, Старый Новый год. Всех с праздниками. Еще у нас будет крещение, так что еще не все кончилось. Так, вот тут такой двор у них. Это новый, да, это новый дом. Тут на первом этаже у них, получается, гаражи какие-то, да, или что это, такие большие, как ворота. И здесь у них магазин Халяль. 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 Небольшой, по-моему, магазинчик. Небольшой. Или большой он. Я тут ни разу не был. Магазин Халяль. С 8 до 10 вечера. Ничего себе. И тут все подряд и продукты, и бытовую химию продают. Так, вот здесь где-то глазная больница должна быть. Вот, по-моему, она. Вот это глазная больница здесь. Ага, вот она. Вот глазная больница. Вот эти дома тут высокие построили. Смотрите, вот такие вот дома здоровенные. Все это не было. И вот здесь вот тоже на Свердлова построили вот такой небоскреб. Их тут два таких небоскреба. Ну, по якутским меркам это очень высокие дома, конечно. Вон там
строят еще. Да, вот эти вот старые дома остались, вот эти двухэтажечки, они как бы, можете представление иметь, как улица раньше выглядела. Вот из таких домов, а сейчас вот такие вот на этом месте, вот такие домины построили. Просто здоровые, прездоровые. Свердлова 2А. Там видеокамера, кстати, снимает, вас снимает скрытая камера. Не скрытая, внешняя камера. Так, у них тут дворик. Смотрим. И сейчас в Якутске, вот в этом году я смотрю, во многих дворах, не во всех, но во многих ставят елки. Сейчас с вами подойдем. Грибок какой интересный. Гриб. Вот елка. Да, всех с праздниками прошедшими. Вот еще одна елка. Обычно гирлянду включают. Вот тут даже шарики есть. Смотрите, игрушки повешены. Класс, да? С Новым годом! Еще, смотрите, велосипеды припаркованные еще стоят. Это их когда осенью припарковали, а так они стоят здесь во дворах. То есть люди не затаскивают их в этот самый к себе домой, а так вот они стоят. Так, ну что, идем дальше. Здесь вот это 112 серии дом. Уже это крупнопанельный тоже, но тут квартиры уже более попросторнее, более такие, по площади больше, более комфортные считаются. Что такое пищит, а? Так, вот, кстати, вот этот дом строят. Прямо сейчас слышно, там металл. Слышно, да? Что-то пилят, строгают, там даже пар идет сверху. Вот у нас, вы слушайте, люди, будем прощаться. Все, у меня 5%. Написал он мне. Дайте комментарии ваши. Почитаю. И выйдем. 5. Извиняюсь. Так. Так. Стрим-то идет, я думаю, никто не пишет. Но у меня, короче, телефон замерз уже. Я уже забыл, что я долго хожу. Телефон, аккумулятор замерз, он мне говорит, что 5%. Все, короче. Он у меня окончательное предупреждение, что все выключается. Будем прощаться с вами. Ага. На этой торжественной ночи. Тут тоже дом был, его снесли, сейчас тоже тут будут строить. Ладненько, было приятно с вами время провести. Извините за качество, что такое мандраж как бы, но пока ничего лучше не могу вам предоставить.